Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайф», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Если почки не беспокоят, это не значит, что с ними все в порядке. Этот орган имеет огромный запас прочности. Первые симптомы болезни могут появиться лишь на третьей-четвертой стадии хронической почечной недостаточности, когда 50% уже требуется подготовка к диализной терапии. Что нужно знать, чтобы не пропустить болезнь? Об этом и не только мы поговорим с нашим гостем, внештатным врачом-нефрологом Министерства здравоохранения Якутии Евгенией Унаровой. Добрый вечер, Евгения Николаевна. Здравствуйте. Ну да, давайте введение в профессию. Мы традиционно начинаем нашу программу именно об этом. Мы рассказываем, чем занимается врач специальности. В вашем случае это нефрология. Ну, врач-нефролог занимается диагностикой, дифференциальной диагностикой, лечением, профилактикой болезней почек. На сегодняшний день эта концепция включает, кроме истинной болезни почек, еще и нефропатии, то есть поражение почек при сахарном диабете, при артериальной гипертензии, при сердечно-сосудистых заболеваниях, да, и других метаболических. Там масса других болезней, не только истинные болезни почек. И на сегодняшний день казалось бы, что врач-нефролог занимается не только одними болезнями почек, но и должен иметь понятие, уметь профилактировать, диагностировать осложнения этих состояний. Насколько часто встречаются нефрологические заболевания, по вашему опыту, у нас в Республике Саха-Якутия, ну и в целом в стране, в мире? Есть ли, может быть, какие-то национальные особенности? Ну, в общем, как я сказала, что существует истинная болезнь почек, это такие, как гломерулонефрит, пиелонефрит, врожденное заболевание почек, да, и есть вторичная нефропатия, то есть поражение почек при других заболеваниях. Например, это все ревматологические болезни, да, инфекционные заболевания. И, как я уже сказала, это очень распространенное в последнее время это сахарный диабет, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания, метаболические заболевания, как ожирение. Да. Эти болезни, они очень распространены. Известно, что с каждым годом увеличивается количество таких пациентов, не только у нас в республике или в нашей стране, количество этих больных лавинообразно увеличивается во всем мире. Я думаю, что это связано с тем, что больные с сахарным диабетом, можно так сказать, что стали доживать до почечной недостаточности. Да? Сейчас хорошо они выявляются, хорошо лечатся, инсулины, да, современная терапия. И ровно так же и больные с сердечно-сосудистым заболеванием, инфаркты, инсульты, они очень хорошо лечатся, но старение населения, увеличивается количество пожилых людей. И пожилые люди, естественно, имеют массу коморбидных, да, состояний, и они часто протекают с поражением почек. Что касается распространенности истинных заболеваний почек, это, например, как гломерулонефрит, и количество его в общей структуре болезней, его количество невелико. Другие болезни, например, как хроническая болезнь почек, в общем, как я сказала, что это общее понятие, да, очень распространено. Например, считается, что в мире от 7 до 20% в общей популяции населения, да, страдают и имеют хроническое заболевание, хроническая болезнь почек. Например, даже в таких экономически развитых странах, как Япония, например, в Японии считают, что 20% населения в общей популяции имеют хроническую болезнь почек. У нас в стране, к сожалению, таких эпидемиологических исследований больших не проводится и не проводилось, да, ни разу. Какие-то региональные, локальные, очень малое количество исследований проводилось, и они тоже соответствуют, коррелируют с данными мирового сообщества. А все-таки кто больше всего подвержен заболеваниям почек? Есть какой-то портрет
пациента? Да, конечно, вот есть факторы риска. Да, факторы риска, вот опять же, я говорю, это вот известная болезнь диабет, гипертония, ожирение, сердечно-сосудистый, пожилой возраст, да, врожденные заболевания, да, их, но они неизлечимые заболевания, курение, опять вот дальше идем алкоголизм, вот это все является факторами риска. Больше факторы риска, которые касаются людей все-таки такого почтенного возраста. А вот молодые? Ну вот молодые, говорю, что как врожденная болезнь, да, врожденное заболевание и вот нездоровый образ жизни, можно сказать. Это не только молодые, конечно, да, но это разное воздействие разных токсичных факторов, да. Но есть факторы модифицируемые, есть немодифицируемые, то есть на факторы, которые мы можем влиять, да, как-то, да. И есть факторы, на которые мы не можем повлиять. Например, как пожилой возраст, да, наследственные заболевания и врожденные заболевания. На них мы, к сожалению, не можем повлиять. А вот, например, вот На образ жизни? Образ жизни, на это же можем повлиять. Это, скажем так, не только мы, да, как врачи, а это вот человек сам должен понять и может изменить свой образ жизни таким образом, конечно, вот профилактировать, да, и как-то уменьшить вот такое прогрессирование, если уже такой диагноз стоит, прогрессирование болезни почек. Я просто почему про молодежь спросил, да, вот у нас очень часто мы слышим, когда мамы говорят своим девочкам: не сиди на камне, на холодном, почки застудишь, вот ты юбку короткую одела, тоже могут быть проблемы с мочеполовой системой. Вот насколько обоснованы вот эти факторы риска? Ну, холодовой фактор, конечно, ну, какое-то значение имеет, да, но это, например, если вот ослабленный организм, если часто болеющие, да, естественно, конечно, это, ну, такое, это не главное значение. Мы, скажем так, родились в таком климате, живем, и переохлаждение, вот как фактор, да, мы имеем это, ну, можно сказать, всю жизнь. Поэтому я считаю, что это не основное, но какое-то значение может иметь, конечно. Как, например, часто рецидивирующие болезни инфекционные, ну, как пиелонефрит, Вот как раз, да, про циститы, да, инфекцию подвести да, хотел. циститы, вот эти пиелонефриты, они, конечно, если очень часто повторяюсь, в конце концов, они, конечно, могут повлиять на функциональное состояние почек. Но, к счастью, например, инфекционные, если хорошо лечить, они излечимы, от них можно избавиться. Какие методы диагностики на сегодняшний день доступны якутской медицине? Вообще, здесь я хочу сказать, что болезни почек, вообще все болезни почек, да, диагностируются на самом деле для того, чтобы поставить диагноз, есть ли заболевание почек или нет, это на самом-то деле очень простые методы, такие как общий анализ мочи, общий анализ крови, биохимический, которые доступны всегда и сейчас в любой улусе, хоть где, в любой населенном пункте, да, такие анализы допустимы. УЗИ почек. Казалось бы, что для того, чтобы заподозрить, есть ли такое опасное заболевание почек, вот нужно вот совсем немного. Даже я говорю, что общий анализ, ну, биохимический анализ крови, там можно вот креатинин, вот и все. Не надо делать там всю. Но тем не менее, к сожалению, почему-то у нас хроническая болезнь почек диагностируется очень поздно. И это почему так происходит? Потому что действительно человека до какой-то стадии ничего не беспокоит. Например, клинические проявления, считается, появляются после гибели 50–70% функционирующих нефронов. Это вот когда уже половина почек поражена, только тогда могут появиться симптомы. Поэтому люди не обращаются. И в таком случае, да, врачи в первую очередь должны обращать внимание на группу риска. Это вот те же самые пожилые, диабетики, гипертоники. На них обращать внимание нужно обязательно в первую очередь. Известно, что
Это известно давно, что гипертоники впоследствии могут иметь осложнения на почке. Диабетики даже могут, да. Сегодня, вот на сегодня, если посмотреть на структуру хронической болезни почек 5-й стадии, когда уже требуется диализ, не только у нас, вот в нашей республике, да, вообще более 50% это вторичная нефропатия, это больные со вторичной нефропатией. Это не истинная болезнь почек, как гломерулонефриты, которые действительно тяжелые заболевания, да. И, ну, к сожалению, вот время упускается у нас. Вот как раз болезни почек и самолечение. Насколько часто пациенты успевают запустить болезнь, используя народные методы? Ну, народные методы у нас, как известно, очень любят, да, травы. И вообще, вот, ну, мы знаем, что люди ходят нетрадиционным методом лечения. К сожалению, это, я хочу сказать, что не помогает. Если бы это помогало, мы бы сами, наверное, давали направление, и, ну, кому-то помогали бы, да, не было бы так много больных. К сожалению, и травы, вот БАДы, травы, увлечение никак не уменьшается, даже, мне кажется, даже больше становится, потому что таких БАДов сейчас очень много. Есть даже диагноз по международной классификации болезней, да, что болезнь почек вызванная, ну это вот международно, так китайскими травами. Ну у нас не только Китай, можно сказать, что любыми травами, да, так что это очень опасно. Какие-то моно, да, то есть вот, потому что вот в этих БАДах там иногда бывает, что 10, даже больше трав каких-то комбинаций, никто не знает, что там намешано, кто в каких комбинациях, каких пропорциях, да, и мы не знаем, поэтому мы рекомендуем не заниматься самолечением, конечно. Вот по поводу типа питания и типа сколько воды пить. Да? Вот влияет ли как-то тип питания и то же самое употребление кофе, чая, обычной воды всегда рекомендуют пить там, не менее 2,5 литров. Это исключить, если суп там, и так далее. Вот насколько это эффективно в случае профилактики заболеваний почек? Вообще вот это, можно сказать, хороший вопрос, потому что вот несколько лет назад, я уже не помню, это лет 5 или 6 назад, болезнь, каждый год у нас проводится День почки. И даже вот Международный день почки, Всемирный день почки, был посвящен употреблению чистой воды. Просто чистая вода, да. На самом-то деле употребление чая или кофе, ну, напрямую никак не влияет на функцию почек. Но употребление чистой воды, просто воды, да, это рекомендуется. И в тот день даже была рекомендация, что 6-8 стаканов чистой воды в день, это между основным приемом, между чаем, кофе, может быть, да, рекомендуется чистая вода. А по поводу питания? Вот у нас все-таки более белковое в Якутии питание: рыба, мясо. Ну, здоровый человек, он может питаться белковым питанием в неограниченном количестве, да? Но вот у кого уже стоит диагноз хроническая болезнь почек, особенно вот уже как продвинутая стадия, как 3-я стадия, да, когда уже имеется такой диагноз, употребление именно вот белкового питания нужно уменьшить. Нужно уменьшить. Есть специальные рекомендации, которые мы даем, да, вплоть до граммов мы даем. Но вообще все люди, у которых есть какие-то проблемы с почками, лучше именно употребление красного мяса, говядина, да. Мы, наоборот, рекомендуем больше употреблять вот рыбу, ну, белое мясо птицы, да. А именно красное мясо вот рекомендуется меньше. И потому что это вот увеличивает гиперфильтрацию, нагрузка на почки, поэтому, ну, вот такой тип питания. И самое важное еще исключить все продукты и напитки, которые содержат консерванты. Это имеет очень важное значение.
Вот по поводу консервантов, да, Да. сейчас, по-моему, любой продукт Да. без консервантов вообще в принципе не Да, обходится. вот даже замороженные продукты, казалось, вот замороженная курица, она обязательно обрабатывается фосфатами, чтобы долго сохранялась. Поэтому вот такие, да, даже, казалось бы, лежит курица в магазине, но она обработана. Об этом Мгм. следует знать. А, Правда ли, что почечная недостаточность не лечится, и задача медицинских работников предупредить ее прогрессирование? Но хроническая болезнь почек имеет 5 стадий. Да, они все отличаются по тяжести состояния, по опасности возникновения риска да, осложнений. Значит, хроническая болезнь почек, начиная с третьей стадии, да, третья, четвертая, пятая, это действительно прогрессирующее неизлечимое состояние. Да? Мы можем, все наши усилия и наше лечение должно быть направлено на торможение прогрессирования почечной недостаточности. Первая стадия, вторая стадия — это такие, можно сказать, не то что обратимые. В этой стадии уже еще есть возможность абсолютно не доводить себя вот, или пациента до терминальной стадии почечной недостаточности. Вот долгое время в нефрологии не было каких-то новых открытий, да? Но в последние годы, вот с 2021 года, да, появились вот новые препараты, появились, да? Мы возлагаем большие надежды на эти группы препаратов, которые очень хорошо показали хорошее торможение, прогрессирование почечной недостаточности. Это во всем мире международный опыт, да, и у нас проводили в стране клинические испытания. Поэтому у нас сейчас есть вот... Но это вот опять уже не четвертая и не пятая стадия. Мгм. К сожалению, так. Ну, для тех людей, как раз у которых четвертая, пятая стадия, единственным спасением для них становится это гемодиализ. Да. Ведь гемодиализ — это все-таки образ жизни уже человека. Он каждые 3, иногда, некоторые 4 дня должен быть привязан к месту жительства, а желательно еще и к месту жительства, где есть соответствующее оказание помощи. У нас в республике таких центров есть, конечно, есть и в Жатае, есть в Якутске, есть и частный центр «Диалог», который работает. Вот здесь большей частью, я почему этот вопрос хочу задать, чтобы люди понимали, насколько это сложно быть человеком, который привязан к гемодиализу. Вот немного об этой процедуре и те пациенты, с кем вам приходится общаться, с какими эмоциями они делятся. Да, конечно, когда четвертая, пятая стадия, да, четвертая стадия — это подготовка к заместительной почечной терапии. Вообще вот люди, у которых уже терминальная уремическая стадия, вот пятая стадия хронической болезни почек, у них есть 3 выбора, скажем, 3 альтернативных вида заместительной почечной терапии. Это гемодиализ, перитониальный диализ и пересадка почки. Сейчас, конечно, вот были времена 90-х годов до 2014 года, у нас был в республике острый дефицит диализных мест. В то время мы работали, и нам приходилось, к сожалению, многим отказывать. И с открытием вот частных диализных центров, когда вот начало развиваться частно-государственное партнерство, конечно, у нас на сегодняшний день дефицита в диализных местах в республике нет. И у нас вот 4 частных центра в нашем городе Якутске, да, они полностью обеспечивают потребность заместительной почечной терапии гемодиализа. Это, конечно, хорошо, то есть это жизнеспасающая процедура. Другой вопрос, что человек, который живет в Улусе, в дальних, ну, неважно где, да, вне города Якутска, ему нужно переехать в город, да, чтобы получать процедуры гемодиализа. Это, конечно, большая социальная проблема для семьи пациента, скажем, да, что именно уже переехать, найти жилье, вся жизнь меняется, да.
Конечно, для таких пациентов, для части пациентов, естественно, да, это они испытывают стресс. Да, и проходит время, нужное время, пока они адаптируются, пока они обустроят свое жилье, свой быт, это должно пройти время. Вот для молодых, для тех, у кого нет противопоказаний к пересадке почек, конечно, это лучший метод заместительной почечной терапии, потому что у человека нет привязанности к аппарату. Все-таки гемодиализ – это действительно 3 раза приходить, это зависимость от аппарата, зависимость от всего. Несмотря ни на что, ни на погоду, ни на что, вот человек должен 3 раза, как на работу приходит, 4 часа должен получить процедуру гемодиализа. Естественно, это тяжело. Естественно, да, и мы помогаем в этом, да, разговариваем с пациентом по мере, да, но каждый, конечно, это разные ситуации бывают. Как проходит сама процедура гемодиализа? Значит, вот стоит аппарат искусственной почки. У нас, например, переходит, например, большой центр, диализный центр «Диалог», там много почек, в одном зале стоит 20 почек, значит, и у нас первая смена приходит, человек ложится, подключается к аппарату, 4 часа, ему все там жизненные параметры измеряются, вес, естественно, все по-разному переносят процедуры диализа. Для этого есть, следят за ним и врачи, и медицинский персонал. Все, опять же, по-разному переносят диализ, но нужно адаптироваться. Да? Нужно адаптироваться. У нас есть пациенты, которые живут 25 лет на диализе, больше 20, больше 10 лет на диализе находятся. Да? Это люди, конечно, адаптировались. Да? Это трудно, но в конце концов у нас Работать уже сложно. Но некоторые у нас, конечно, небольшой процент пациентов работает. Для тех, это те, которые уже имели специальность, да, которые имели, может быть, работу здесь, они его стараются сохранить, и мы это поддерживаем. Мы им всегда говорим, что нужно сохранить работу, занятость, да, чтобы не уходить полностью болезнь или как-то, да, но для улусных пациентов, да, которые переехали, для них это очень трудно, естественно, трудно. Но каждый стараются, некоторые, насколько мы знаем, что стараются работать, особенно молодежь в разных сферах, стараются учиться. Есть такие пациенты. Насколько вероятность получить заболевание, которое доведет до гемодиализа? Вот смотрите, допустим, сердечно-сосудистые заболевания, это все, и гипертония, да, атеросклероз, и ишемическая болезнь сердца, считает, что 30% этих пациентов, они все имеют хроническую болезнь почек. Смотрите, у нас в республике 67 тысяч гипертоников. Да, и это я смотрела данные 2021 года. 67 тысяч. Больные с сахарным диабетом примерно 30 тысяч. Первого и второго типа в основном. 30 тысяч этих пациентов. Из них считается, что 1,5% диабетиков они дойдут до диализа. Да, это самые большие, я говорю, да, самые большие болезни, которые приводят к почечной недостаточности. Самый большой процент этих болезней составляет пул диализных пациентов. И смотрите, если 30 тысяч пациентов, из них 1500, это больше 300 тысяч, да, придут на диализ. А остальные, они будут, тоже имеют угрозу, да, нужна профилактика, ранняя профилактика. И выявлять, смотрите, на самом-то деле нужно начинать с группы риска. Не надо искать, каждому же пациенту не представишь нефролога, да, 67 тысяч гипертоников, они все потенциально, 30% из них потенциально, это диализные пациенты. Поэтому
мы должны работать совместно, не только нефрологи, да, выявлять, профилактировать мы должны совместно с врачами других специальностей. Обязательно участие врачей первичного звена, терапевтов, кардиологов, эндокринологов и других специальностей. На самом-то деле больные с проблемами почек обращаются в первую очередь не к нефрологу. Да? Нефрологов, к сожалению, по нормативным документам должно быть 50 на 50 тысяч один нефролог. У нас в городе только в 2 поликлиниках имеются нефрологи, да? Больше нет. И даже если в каждой поликлинике сядет нефролог, да, Всех физически не физически это, да, поэтому мы должны работать совместно с этим, с нашими коллегами, чтобы выявлять и профилактировать, да, раннее выявление и профилактика прогрессирования болезней почек, хронической болезни почек. Евгений Михайлович Шилов, главный штатный нефролог Минздрава России, он же заведующий кафедрой Первого медуниверситета, в одном из своих интервью сказал о том, что медицина сегодня испытывает кадровый голод нефрологов. Их катастрофически мало. Сколько сегодня таких специалистов в Якутии? Вот вы сказали про город Якутск, что их 2 в поликлиниках города. Есть ли у нас в Якутске кадровый голод и в целом в республике? И что бы вы могли бы, может быть, посоветовать тем, кто хочет выбрать профессию нефролога? Вдруг нас что-то родители смотрят будущих выпускников или сами выпускники мединститута. Действительно, кадровый голод существует, да, скажем так. Вот частных центрах, диализных центрах, там укомплектованность неплохая. Но это диализные нефрологи, да. А вот консервативные нефрологи, которые действительно первые встречаются с пациентами, нас очень мало. У нас, например, в республике таких врачей всего 12 человек. 12 со всеми. Вот у нас, я считаю, всех стационарных. Вот Национальный центр медицины, Якутская городская клиническая больница, да, и вот эти 2 нефролога, которые и работают в городских поликлиниках. А в диализных врачей, к счастью, хватает. И такое положение существует у нас по всей стране. Поэтому у нас как-то вот трудно проводить скрининги, да, выявление, это очень затруднительно. Поэтому, если вот я призываю, если кто-то желает стать нефрологом, я хочу сказать, что нефрология – это самая интересная область. Каждый хвалит свою. Да, это самая интересная область медицины, терапии, да, таких все, потому что в нефрологии мы встречаемся не только почки, да, но мы должны знать и эндокринологию, и кардиологию, и все, и трансплантологией мы занимаемся. Поэтому, если есть такие желающие, мы их приглашаем, мы их всегда ждем, но, к сожалению, вот мало. Иногда вот приходят, мы так с надеждой смотрим, может, станете нефрологом. Но, конечно, специальность специфическая, может быть, кажется, что трудная, но нам нравится наша специальность. Я считаю, что нефрология самая интересная область медицины. Вот мы поговорили о кадрах, а насколько республика обеспечена всем необходимым, чтобы помогать пациентам в части аппаратуры, медикаментов? Обеспеченность у нас, вот есть вот регистр, да, Российского диализного общества, который учитывает каждый год, вот каждые 2 года этот регистр выходит, да, обеспеченность гемодиализом, всеми видами заместительной почечной терапии, лекарствами, да, и мы каждые вот 2 года даем отчет, и мы, Республика Саха-Якутия, неизменно находимся в первой тройке. На сегодняшний день мы по обеспеченности всеми видами заместительной почечной терапии находимся на 2-м месте, после Калмыкии. Да, то есть у нас пересаженных, это все учитывается, и диализные больные, и пересаженные больные, но перитониальных пациентов у нас пока мало.
Но по обеспеченности у нас на миллион населения это считается. У нас хорошая обеспеченность. Вот видите, мы на втором месте. Диализная аппаратура действительно, вот, как я уже сказала, она совершенно, у нас дефицита нет. Дефицит действительно в кадрах. Да, это существует. Что касается обеспеченности лекарственными средствами, да, тоже я считаю, что у нас самая лучшая обеспеченность, даже не боюсь это сказать, что у нас в России самая хорошая обеспеченность, потому что у нас лекарствами обеспечиваются за счет регионального бюджета. А в остальных регионах, да, насколько я знаю, ну, это известно, что они обеспечиваются за счет системы дополнительного лекарственного обеспечения. И известно, что там суммы не очень такие, да, есть дефицит в разных. У нас пока Министерство здравоохранения обеспечивает все. И я считаю, что это хорошая обеспеченность лекарственными средствами, да, продлевает жизнь нашим пациентам. Да. У нас практически таких критических анемий нет. Да. У нас все средства есть, которые для борьбы с осложнениями вот, почечной недостаточности. Поэтому обеспеченность у нас лекарствами очень хорошая. Ну и какой бы вы совет в завершении нашего диалога дали бы телезрителям? Конечно, какой совет-то? Естественно, да, каждый должен заботиться. У нас нет, вот мало культуры, да, такого, что каждый должен заботиться о себе. Почему-то, ну, есть такое, это не секрет же, да, что все ждут, пока кто-то, врач вызовет, да, врач все сделает, да, но каждый человек, конечно, в первую очередь должен заботиться о себе. А врачам я призываю, да, допустим, заботиться также о своих пациентах. Для выявления, вот, например, болезни почек, они немые, мы говорим, да, что для этого нужно разговаривать с пациентом. Это, к сожалению, никакие не 12, не 15, сколько сейчас, и 20 минут, на это не хватит, да, потому что болезни почек человека ничего не беспокоит, да, но пока ты разговариваешь с гипертоником, пока все анализы посмотришь, это много времени требует, но поэтому нужно стараться. Врачи должны знать своих пациентов, но хотя бы тех, которые у них на участке, это гипертоники, диабетики, это известно потенциально почечные больные, потенциально. Поэтому хотя бы вот таких группу риска они должны держать вот, в первую очередь, чтобы в первую очередь выявлять какие-то изменения. Да? Всем остальным, конечно, всем остальному населению беречь свое здоровье, беречь здоровье. И вот в этом году, вот каждый год Всемирный день почки проводится в каждый второй четверг марта, и в этом году это будет 9 марта. В этом году и тема каждый год разная. Да? Был день почек для пожилых, для детей, женское здоровье и почки. Да? В этом году такое интересное название «День почки», тема Дня почки называется «Здоровые почки для всех». Готовимся к чрезвычайным ситуациям и бережем уязвимых. Да? Такой интересный день почек никогда не определенно какой-то, да. И вот эти чрезвычайным ситуациям относятся в первую очередь такие, как ковид, пандемия глобальная, да, и какие-то чрезвычайные ситуации местного масштаба. Прямо там прописано, что это и землетрясения, и наводнения, и войны, и все что угодно, да, может быть. И призыв Дня почки в этом году, что организаторы здравоохранения должны обеспечивать действительно, вот, в первую очередь обратить внимание на группу уязвимых пациентов. Да? Это вот больные с хроническим заболеванием, в том числе почек. А для пациентов тоже иметь вот
ну, запас какой-то, да, что они должны готовиться, что у них запас медикаментов. Вот все должно быть направлено, ну, вот, готовимся к чрезвычайной ситуации, такой Чтобы интересный. сохранить свое здоровье Да, и быть всегда готовым. да. Спасибо большое за интересную беседу. Я хочу напомнить, что у нас в студии сегодня была Евгения Николаевна Унарова, главный нештатный нефролог Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Спасибо вам за ваш нелегкий труд и благодарных вам пациентов побольше. Ну Спасибо. а на этом наша программа подошла к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет здравоохранение Якутии. И хочется пожелать всем, чтобы проблемы почек обходили вас стороной, и каждый из вас не сталкивался с этой серьезной проблемой для здоровья. Всего вам самого доброго. До свидания.